Доброе утро, ребят. Доброе. Короче, походу снег всю ночь шел. Почему? Потому что ложился спать, я был снег. И сейчас снег идет. Так что выезжаем в путь. Поехали. Позже включимся. В общем, ребята, дорога скользкая. Иду аккуратно. Прям местами 40, 50. Швыряет по дороге меня, ловлю машину. Конечно, неприятно. Не очень. Ладно. Надеюсь, в Иркутской области получше будет. Скоро уже у нас Иркутская область будет. Тут лучше, конечно же, хорошо груженным ходить. 12 тонн на ось. Красота. Что тут, Нижнеингашский район, да? Угу. Ладно, поехали. Так, ребят, ну что ж, гололед продолжается. Едем аккуратно. До подъема чисто. Поехали. Аккуратно. Быстро не иду я. Те, кто потяжелее, побыстрее шагают, там помогаю, где подсказываю, где как, где по рации, где поворотником, чтобы не задерживать. В общем, как-то так. Все, вчера, вот, считая, с Сачинска, как начался, так еще легкий гололедик. Потом-то после Красноярска так пожестче. Ну и сейчас тоже скользковато. Некомфортно ехать. Ну, я где-то вот 60-70, где побольше. Ну, там 75 еще максимум. Сейчас вот меня догоняют. Так что вот, ребят, ладно, шагаем дальше. Надеюсь, скоро закончится гололед. Ну, сказали, вроде как от Нижнеудинска началось. Ну, с утра, по крайней мере. Поехали. Опа. Так, ребят, ну что ж. Приближаемся к Нижнеудинску. Зараза, опять снег начался. Сильный причем. В общем, как в Нижнеудинский район въехали, так нормально посыпано. Чуть прибавил. Сколько сейчас? Вот, 83 где-то идем. 80. Зараза, опять снег. Сейчас встретимся с Пашей, подписчиком. Кофе поставил. Сейчас посидим, кофейку познакомимся, кофейку попьем, так и поедем. В общем, сейчас в Нижнеудинске тормознемся. Я хочу эти поесть. Пельмешки по таежному. Ну, как обычно. А дальше, через там 100 километров, уже сковородочку. Ох ты, блин, камни летят. В общем, слава богу, дорога уже стала получше. Гололед посыпано. Все растаяло. Грязь сейчас появилась. Ну, слава богу, хоть ехать можно. А то этот гололед уже в печенках сидит, зараза. Так, спуск у нас идет. Машина разгоняется чуть-чуть. Попридерживая. Сильно уж не будем отпускать. Ой, блин. Малеха разогнались.
Ну, тут я отпускаю обычно, если хорошая дорога, так она на нейтралку включается, когда она так хорошо катится далеко. Вот, нейтралка включилась. Но зараза, блин, легковушка не едет. Да поддавь газку. Ну, блин, что, неужели тормозить надо? Да нет. Ну, накатом обойдем, что уж делать. Так, и вот тут что-то непонятно с дорогой. Вот какая-то новая кафешка Мара. Надо вот как-нибудь тормознуться, попробовать, что там и как. Так, ну до Паши осталось немножко. Позже включим. Так, вот Пашка на пятерочке работает. Ситрак. X5 транспорт. Сейчас посмотрим, сходим в гости. Ну вот и Эльдар подъезжает у нас. Сейчас попьем кофейку с ним. Шахманчик хороший, беленький. Ладненько, все, потом включусь. Попьем кофейку с ним, потрещим. Паши зашли в гости. Паша у нас ВДВшник. Ой, за ВДВ. Ну и комплекции. Сколько у тебя роста? Привет. 177. В смысле? 177. Килограмм? Нет, роста. А, рост 177. Да, ты сказал, рост. А мне казалось, ты выше. Нет, 177. 107, да? А веса-то сколько у тебя? Веса 136. О, вот это дядька. Ну слушай, в этом побольше места. Да. Прямо реально вот здесь вот расстояние. Танцевать можно. Ну что, всем привет. Подписчикам Эльдара. Да и не только подписчикам, а вообще всем смотрящим этот канал, эти видео. Всем большой, огромный привет. Санкт-Петербурга, да? Да, мы рождены в СССР, город Ленинград. Нынче Санкт-Петербург. Так что всем привет, всем хорошего, удачного дня и просмотров хороших. Спасибо, спасибо. Посидели, кофе попили, пообщались, познакомились. Рад был знакомству. И мы поедем. Все, всем пока. Ребята, ха-ха-ха. Настал мой час, как говорится. Дорога сухая. Теперь все, кто меня обгонял, будут наказаны. Некоторым моргал, даже спасибо никто ничего не говорил. Ну, иду же не так быстро же, что пустой же, ну как не пустой, легкий. Типа думали, эй, ехать не может по гололеду туда-сюда. Но, блин, ребята, ну я же легкий шел, иду вернее. Теперь всех наказываю. На подъеме. На 12-й залетаю. Я не знаю, что мне говорили, там сколько, 12-13 тонн на загрузке. Тут и десятки, наверное, даже не пахнет. Так что как-то так все. Пашка говорит, далеко, говорит, сухо было. Все отлично. Я говорю, о, отлично. Ну, лишь бы так, а то опять какой-нибудь циклон придет и опять все испортит.
Так что идем, шагаем. Я тут немножко на радостях притопил, но не надо. Ну, сейчас пойдем 87. Сейчас поставлю где-то 85. Давай 85 будем шагать. Все равно на подъеме-то я залетаю. Так что вот, все, отлично. Иркутск 459, 460. В общем, тут дилемма. Воскресенье сегодня, плюс разница во времени. Мне надо бы, по идее, ТО. И надо к электрику попасть. Что у меня со светом? Свет, в общем, принудительно он включается. Но когда габариты я включаю, хочу на габаритах, либо на противотуманках еду, то свет ближний начинает моргать. Вот так, знаете, часто, я уже не помню, говорил, не говорил. Вот, и как бы это не дело. Во-первых, потому что где-то кабель, видать, или что, проводка перетерлась, не знаю. А в том плане, в тех краях, в Якутске, в Якутии, где-нибудь световой день-то все равно ж короткий. И все равно частично, все равно и утром, и вечером в темноте едешь. А вот представьте, буду ехать и свет вырубится где-нибудь в Якутии. И чё? И как? Просто потухнет. Это же не дело, надо на сервис, как бы, это, я считаю, достаточно серьезная поломка. Со светом не шутят. Вот, поэтому... И главное, дозвониться до механиков не могу. Сейчас еще раз попробую позвонить. Потому что если завтра, в понедельник, условно, сколько у нас, Иркутск-Москва, плюс 5 же, да, по-моему? С Уфой плюс 3. Допустим, утром в понедельник придут, пока туда-сюда, пока оперативки, пока эти планерки. В 11 по Уфе он начнет там записывать меня. Здесь уже будет 2 часа дня. А я планирую сегодня до Иркутска добежать, чтобы завтра с утра. Поэтому надо как-то сегодня вопрос решить. Желательно. Просто и сразу бы ТО сделали, потому что у меня через пару тысяч уже все подходит километраж. ТО надо делать. И заодно как бы ТО и электрику проверить. Все. Вообще было бы шикардос. Но по времени разница, вот это я просто не хочу я сидеть там до 3 часов дня, просто так куковать. Ехать надо, работать надо. Нет, снег отваливается. Вот, поэтому обойдем его. Поэтому как-то так. Ну, в общем, на китайцах, ребята, проводка слабовата в плане изоляции. И надо, если покупаете, вот спрашивают, как Шахман. Да, в принципе, нормальная машина. Работать можно, но если покупаете, то дополнительную гидроизоляцию, или как правильно назвать, ну, от влаги, от дополнительной защиты сделать. Наверное, уж правильно гидроизоляцию сделать, чтобы проводка дольше сохранилась. Вот в чем. В общем, как-то так. Шагаем. Останавливался, покушал в Нижнеудинске, немножко помыл. Но что-то как-то хреновастенько помыл. Ну, лучше, чем было. Вообще же ничего видно не было. В общем, все, от деловых линий оторвался немножко. И включаем круиз и шагаем. Ну, чтобы перед носом не мельтешить, потому что у нас разница в скорости была небольшая. Некоторые, знаете, обгонят. Ну, допустим, условно 85 идешь, да, а он идет 86. Или, ну, условно 80 идешь, а он идет 82. Он тебя обогнал, и перед носом все на круизе шагает дальше. Пока вот эта разница в 2 километра, он отдалится от тебя и мельтешит. Ну, то есть, лучше, если ты обогнал, оторвись хотя бы метров на 200-300, и все, и включай круиз, и дальше шагай. Чтобы перед носом не мельтешить у коллеги. Я в этом плане.
Я вот оторвался от Мерса, он уже вдалеке. Все, и поехал. Как-то так. Блин, ну снег все равно продолжает идти. Легкий, но идет. Сейчас у нас, что у нас? Кафешечка, там берем сковородку. Там есть, ну я уже говорил, сковородка, картошка с мясом, а есть чистое мясо. Я вот сейчас еду, думаю, наверное, чистое мясо возьму. Хлебушка, салатик. Не, салатик. Ну или салатик возьмем еще. И этот кофейку или чаек. Чаек, наверное, лучше. С лимончиком. Покушаем, так и пойдем дальше. Сегодня до Иркутска надо добежать, где-то там будем ночевать. За зиму, это точно. Ну, надеюсь, вот видите, снег-то все равно продолжает идти. Паша-то ехал, сухо, говорит, было. А тут что-то все равно. Циклон опять какой-то пришел. Все, ладно. Сейчас габариты. О, видите, смотрите. Все, и на габаритах загорается ближний свет. Это же, я так понимаю, то, что он так моргает, еще и ресурс тратится. Это совсем хуёво. Приедет 130-й, блядь, нахуй, на нем, блядь, что-то, два алкаша с лопатами. И вот, блядь, периодически подкидывают под колеса. Вот так и ездили. Никто не стоял, не ждал, когда Да, все верно. Прогрессия, блядь, она вымирает, нахуй. Просто приходят лишние люди. И как их никто не учит. Начинаешь учить, тебя нахуй посылают. Ну и нахуй я буду тоже постоянно кому-то что-то говорить, объяснять, чтобы меня нахуй посылали. Мне это нахер не надо, я просто буду молча ехать. Правильно, так оно и есть, да, правильно. Так оно и было, и есть. Нет, я сам с Оренбурга, и сюда приезжаю уже с 15-го года, еще на своей машине ездил, да? Ну, интересовался, узнавал у людей, ездил, да. Но в этот раз, да, вот люди, смотри, граница западная вся закрылась, людям куда деваться, блядь, зарабатывать всем хочется, все лизинги набрали, блядь, у всех семьи, блядь. Все сюда погнали, из-за этого вот и толкучка в этом году и получилась, нахуй. Бля, одновременно говорят. Езжай обратно и там свои правила устанавливай. Я приезжаю в Москву, не устанавливаю свои правила, как надо ездить, нахуй. Я молча езжу. А здесь, нахуй, ну ты не можешь, не знаешь, первый раз, ты послушай людей, подскажешь, все подскажут. По-человечески, вот ты спросишь, блядь, парни, ну есть такие люди, вот есть, парни, я первый раз, я вот боюсь, я дороги не знаю, подскажите. Все, не вопрос, берешь его на хвоста и потащил, объясняешь, где какой поворот, приказываешь бросить, где притормозить, где наоборот коксу дать, нам. Если это нормальный человек, нам. Все правильно говорит. Вот я вот так всю дорогу ехал. От Новосибирска, кому-нибудь на хвост цеплялся и ехал до самого... Короче, говорит, видать, местный. И я, по-моему, вертикально в Телеграм, но там я очень сильно отфильтровал. Пример приведу. Это в Башкирии произошло, но я не знаю, что за водитель там сидел. Вот представьте, в сторону Самары гололед же, вот недавно было аварий куча. И получается, я ехал как раз таки Улан-Удэ, Саранск. Видео на YouTube я не записывал, но я записал для Телеграма. Там есть вот этот момент. Ну, короче, я просто вот в шоке. Вот примерно то же самое, что вот он говорит. Сейчас я это начну, я только вот сейчас рассказывать. Колонна на ремонте. Трехполоска есть там в Башкирии. Кто знает, тот знает. Трехполоска. Там как бы давно уже строится. И участок есть там километров сколько, я не знаю. Но трехполоска. Мы на спуске стали. Перед спуском стоят.
И дальше на подъеме еще машины стоят. И там получается подъем, и все. И все стоят. Километров 5. Я подъезжаю в конце, я спрашиваю, встречка идет, ребята, что там случилось, что там? Да ничего там такого нету. Самосвал стоит, сломался, что-то. Без аварийки просто тот стоит. Я такой, блин. Второй проезжает, спрашиваю, третий. Я говорю, кричу по рации, а меня уже бомбить начинает. Я говорю, ребята, а что стоим-то? Что ждем-то, говорю? 3 полосы, я говорю, насколько помню, в этом участке. Объезжайте, так езжайте. Что встали? Как бараны. Вот другого слова нету. Встали все, друг к другу уперлись. Я по коробке плюнул. И все эти 5 километров по 3 полосы получается. И по этой средней полосе еду. И что вижу? Самосвал стоит. За ним дафиг встал. Я проезжаю мимо, смотрю на водителя. А водитель на пассажирском сидит, в телефоне ковыряется. За ним 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Все нахер встали. Объедьте, пожалуйста. Это даже не 2-полоска, а 3-полоска. Объедьте, так езжайте дальше. Я объезжаю это все дело по рации, кричу, ребята, вы что стоите, говорю. Вот кто-нибудь из вас выйдите, да посмотрите, что происходит. Выгляните хотя бы в окно, посмотрите. Все уткнулись и сидят в кабинах. Я такой, час простояли. Спрашивал, они говорят, час мы уже тут стоим. Вот такие водители. И вот сейчас рассказывает местный, говорит, я, говорит, в ноябре 24 года, когда я с Якутии, там на этом Хохоту и Новопавловка, вот это все вот висели. Сейчас вот висят машины. Вот некоторые встанут и стоят. И он, знаешь, он говорит, я здесь родился. Я, говорит, здесь всю жизнь на этих дорогах. Я знаю, как ездить. Он говорит, лет 8-10 назад, когда вот такого движения не было, когда с запада водители начали сюда ездить, когда разворот пресловутый на восток России, да, с Китая начали товары таскать. Здесь, говорит, слова КДМ-ки-то никогда не было. Если что-то уж там кто прилип, говорит, выходили, лопаты в руки, ватник одевали и таскали соль, песок, таскали под колеса и подымались. А так, говорит, кто завис на подъеме, все по рации наоборот кричали, объезжай, разгоняйся, объезжай, там помогали. Тут же кто-то встал на подъеме, второй встал, 3-й, 4-й, 5-й. Буквально полчаса, вы представьте, с таким потоком 10-20 километров пробка образуется. Все. И он правильно говорит, а к нему подходишь, говоришь, а ты что сидишь-то? Возьми лопату, покидай эти, как его. А зачем я буду, я налоги плачу, вот должна быть КДМ-ка. И вот он правильно говорит, я зачем, говорит, буду стоять? И по рации ему все, вот кто объезжает, куда поехал, забьешь. Как правило, в таких многокилометровых пробках есть разрывы. Кто-то спит, кто-то зашторился. Колейка чуть-чуть продвинулась, есть окошки. Я с местными, с Бурятией пацанами, с читинскими общался. Говорит, никто не, говорит, не стоим никогда. Все нахуй объезжаем и все. Если хотите, стойте. И он правильно говорит, я здесь родился, я здесь всю жизнь, говорит, здесь на дороге. Я ее как облупленную знаю. Если вы, говорит, хотите стоять, так стойте, пожалуйста. У меня нету времени стоять. И я его прекрасно понимаю. А те, кто кричат по рации, куда ты едешь, куда ты все забьешь, ребята, вот не надо так кричать. Не надо так кричать. Есть разрывы, можно разомнуться, можно проехать. У всех ребят спрашивал в такой ситуации, все, говорят, объезжают. Никто не стоит. Все. Вот мой ответ. И вот этот мужик правильно говорит. Вот ебало 4 штрафа на 60, нахуй, я с тех пор, вот, блядь, уже для себя вывел систему, если там... Так что... И он правильно говорит, кто-то вот, если сюда первый раз едет зимой, так поспрашивай, кому-нибудь на хвост упади, и он тебе подскажет, как ехать. Мне вот эти перевалы, вот эта Новопавловка в ноябре, когда 2 суток отстояли, а я как раз с Якутии ехал, у меня продукты, все закончилось. И этот момент у меня, короче, файлы стерлись. Я записывал тот момент, у меня все стерлось. Но это ладно. И
Ни продуктов, ничего нету, 2 суток, там просто... Я потом спрашивал у ребят с Бурятии, Забайкальского края, говорю, что там в тот день стояли? Нет, говорит, все стояли, я, говорит, уже что-то вечером, 12 ночи, говорит, уже в Улан-Удэ дома был. Я говорю, нормально. А мы, говорю, 2 суток стояли, просто стояли. Так что делайте выводы, ребята. Надо просто смотреть, по рации поспрашивать, что происходит. Вот даже в Башкирии, да, пресловуто. В общем, не судите строго, но есть в этих словах и доля истины, и правда, и стоит задуматься, и порассуждать, и пообщаться, что правильно. Если человек боится, вот, то как бы, ну не знаю, поспрашивай, такие действуют, как все действуют, люди подскажут, как надо. А так некоторые, знаете, лед увидели, обделались. Гору увидели, обделались. А если на горе еще лед, так там всем жиденьким. Так что вот. И многие мужики ругаются, что из-за неопытности такие пробки создаются жуткие, да, что по 20-30, по 2 суток стоят там, на Дальнем Востоке. Как-то так, в общем, ладно, все. Что хотел дополнить-то про эти пробки. Смотрите, когда... Я понимаю, долго все стоят в пробке, да, когда вот снегопад, гололед, встали на перевале где-то, ну вот, бывает, да, пробка, встали. И хотите спать, ночь уже. Чтобы другой человек за вами понял, что вы уснули, что вы там зашторились. Ну, по крайней мере, как-то скажите, кто за вами стоит, что если ему ехать надо, и он, допустим, стоит и не видит из-за вас, да. Допустим, выключили свет, как-то в бок прижались, вот. К боку прижались, там обочина как позволяет, да, разные же обочины бывают. Так, а ты-то что? Слушаешь меня, да, зараза? Вот, как-то к боку максимально прижались, свет выключили. Можно еще на эту повесить жилетку, что типа спать. Или по рации сказали, вот такой-то, такой-то, я спать, ребята, все, извините, прижался. И вас хоть объезжать-то будут. Некоторые просто молча взяли, зашторили, спать легли, не предупредив ничего. И вот таких случаев до хрена, когда человек сзади стоит, и ему тоже не выйти, не посмотреть, а что там, хотя бы за машину гляньте, ё-моё. За машину, вот, которая у вас впереди, загляньте за нее. Может, там уже колейка, уже все давно поехали, а вы стоите. Ну, понятно, да, я думаю. Как-то совместно это все делать. А не стоять, пока ждать, пока человек, допустим, выспится и поедет. Вот, поэтому выходите, смотрите, что у вас впереди. Вот тоже возьми ты шире, малеха. Вот хорошо, сейчас встречки нету. Так что как-то так. По поводу пробок на Дальнем Востоке и перевалов, то что подняться, кто завис. Я же показываю, как делаю я, что в Якутии, что в Усть-Куте. Я кричу по рации: ребята, кто спускается, попридержите, обойду, зависла машина, обойду по встречке. На Мандрике также, да везде так. Но как только если человек завис, и за ним кто ехал, он встал перед подъемом, за ним вторая, третья, четвертая, ну сами представляете, полчаса хватит, чтобы уже 10, 20, 30 километров была пробка, образовалась. Просто на ровном месте. Хотя можно было ее просто объехать. Также, если вы в эти края ездите зимой,
на Дальний Восток, в Якутию, Усть-Кут, пожалуйста, не относитесь по, я бы сказал, как не по раз, а нормально относитесь, если есть возможность с грузом как-то поиграть. И если там не труба, да, допустим, либо какая-то длинная, что она на весь кузов, там ничего уже не сделать. А если какие-то там груза разнобой, то заморочьтесь и нагрузите ведущую ось. Тем более сейчас многие весовые не работают, можно спокойно грузить и ехать. Вот, и вам же будет легче. Поэтому зимой, летом ладно, еще можно, а вот зимой грузите ведущую ось. Все. Как-то так, ладно. Все, хорош. Трындеть, поехали. Напишите в комментариях, что думаете по поводу этого. Ох, я чувствую, сейчас начнется в комментариях. Да, Ильдар, ты не прав. Все встали в колейку 30-километровую, и ты должен стоять, как все. Абсолютно как все должен стоять. Вот и все. А кто-то, если уснул, то я не обязан выглядывать за этой машины следующую, там 2-3 машины посмотреть. А может, пробка-то двинулась, а человек просто спит. Тоже я этого делать не буду. Правильно же. Я тоже спать лягу. Вот. И так люди стоят сутками. Вот и все. Как-то так. Пишите в комментариях, что думаете. Но отнеситесь к этому с пониманием, и что есть доля истины в этих словах, что если человек первый раз в эти края едет, и он от страха, у него перевал, там машина зависла, а он всю жизнь ездил Москва-Краснодар, да? Ростов условно. Или там до Урала ездил. И тут он видит, что машина висит, подняться не может, у него-то паника начинается. Он не знает, что делать, останавливается. Ну, вы понимаете, да? За ним вторая, третья. И вот таким махом набивается колейка. Просто махом. Час-два там. В Башкирии тоже живой пример. Блин, вот там я, конечно, вообще просто поразился. Стали за самосвалом, и все дружно стоят. У меня там вообще слов не было. Просто слов не было. Просто все встали на трассе, решили постоять. Из одного балбеса, 2-3, кто в самом начале это было, выглянет за машину. Да посмотри, что там уже никого нету. Так и главное, навстречу кто едет, тоже все молчат, никто ничего не говорит. Все стоят. Чего стоят? Кого ждут? Ну, если вы видите, ребята, вот вы навстречу идете, да, вот видите, разрыв большой, но вы по рации тоже кричите. Либо видите разрыв, что вместо водителя нету, ну, посигнальте, остановитесь, поорите ему, посигнальте, разбудите его. Либо по рации кричи, что вот такая машина стоит, объезжайте ее нахуй. Ой, пардон, пускай спит дальше. Ну вот это я вообще не понимаю, спать в колейке. Опять же говорю, если уже не можешь, да, ну ты сзади себя машины предупреди, скажи по рации, вот такой стоишь за мной. В канале, дружище, не могу, вырубает, все. Максимально я прижму сейчас к обочине, потому что если снегопад, понятно, обочину не видно. Максимально там вышел, ногой пощупал, где кончается обочина. Вот. Максимально прижался, выключил свет. Все, люди все поймут, что ты спишь. Тебя будут тупо объезжать. Все, ты выспишься и поехал дальше. Вопросов к тебе никаких не будет. Все мы люди.
Так что будьте людьми и будьте сознательными более, что ли, так. Думайте о других, а не только о себе. Вообще основа безопасного движения на дороге — это быть, как сказать, не думать не только о себе, а думать еще о других участниках дорожного движения. Вот и все. Так что как-то так. Ладно, мысли вслух. Тут я что-то опять наболтал. Ни хрена себе. Вот это я тут наболтал. Ладно. Так что вот, ребята. Вот то, что по рации мужик сказал, я прямо 100% за него и полностью с ним согласен. Так что вот. А те, кто думает не так, пишите в комментариях. Пообсуждаем. Поехали. Ребята, добрый вечер. Шагаем. Асфальт сухой просто. Ой, как хорошо. Прям еду, получаю удовольствие. Асфальт здесь хороший, вот в Иркутской области. Ну, местами, конечно, тоже уставшие, но есть участки прямо очень хорошие. Можно и с горочки отпускаешь, накатом катишься, прямо конфеточка. А то этот гололед мне уже... Блин. Что главное, с Улан-Удэ я ехал. Был гололед. Снегопады. Что в обратку еду, то же самое. Поэтому радуюсь хорошему асфальту, еще и сухому. Как-то так. В общем, накатом катимся. Как бы немножко отпускаем. Уж не говорил. По-моему, говорил. Я же засек, получается, я по-моему, говорил, в Крутинке я заправился, и в Красноярске зашло, короче, там что-то 430 на 1640, в общем, поделил 26,21 вышел у меня расход топлива. Вот, за этот километраж, я считаю, нормально. Очень даже неплохо. Ой, с дальним, что ли, едут. Слепят. Вот. Так что я иду с хорошей экономией. Плюс заметил, что вес позволяет. Ось поднята. Машине легче толкать прицеп. И в тех местах, где, допустим, по ровному, я смотрю на мгновенный расход топлива. Он просто реально маленький. До 14-16, в основном до 20 литров прыгает вот так. 14-20, иногда 25-23, вот так вот. Ну, я смотрю, в каком диапазоне прыгает мгновенный расход. И понимаю, что как бы окей. Хорошая экономия. Даже вот с поднятой осью вообще шагаю. Так что... Вот уже практически до Иркутска добрались, а у меня вон сколько в баке. Так, у нас до поворота до Ангарска я вот сейчас забил 207 километров. Ну, новая объездная Ангарска. Вот, сейчас как сделаем, где ночевать-то будем. Так, кстати, пройдено у меня сейчас 607 километров с утра. Ну, 600. 200 это 800 будет, это до Ангарска, да. Там еще по объездной до Иркутска. И там где-то ночевать. А там где у нас ночевать? Там особо-то и негде. Ну, на сам Култук-то я уже, наверное, не пойду. Завтра с утра уже лучше. На ночь глядя. Такие километраж уже нормально будет пройден. В общем, в районе, если 800, то там еще соточка. Ну, 900. Попробую дойти до Иркутска. Там где-то 100 километров. Ой, ну да, где-то так. Плюс-минус там 80. И там где-нибудь встанем. Будем ночевать. 900 пройду. Нормально. Завтра с утра встану. Если снегопадов ничего не будет. Не смотрел еще прогноз. Вечером гляну. Тогда... Мандрик, Улан-Удэ, Просколь. Там же заправляться еще же надо. Блин, там очереди, Роснефть. Еще в Чите же у нас заправка. Там очередины, ё-моё, там. Ну, там я, скорее всего, расцепляться буду.
заеду на стоянку, расцеплюсь и поеду уже заправляться так под легковые, где встану, чтобы не стоять в очередь. Потому что, ну, 20-30 машин, представляете, там очередины такие стоят, ё-моё. А если еще сливался бензовоз, ну, соляру, то там, ну, полдня можно простоять. Почему так они не добавят еще колонки? Реконструкцию сделали бы, заправки Роснефть, там же очередины вечные. Ну, даже если с таким экономией, в принципе, ну, нет, мне до Якутска не хватит. Если я, допустим, в Улан-Удэ заправлюсь и все, и дальше побегу, мне до Алдана, до Нерюнги. Ну, блин, с 2 баками-то теоретически должно хватить. Если у меня такой сейчас расход топлива хороший, даже с учетом перевалов, я там нормально, все равно как бы сильно не подымется. Теоретически можно доехать. Правда, я что-то не считал, сколько километров. Ага, все, спасибо. Все, спасибо, побежал. Давай, удачки, с праздником. Да, с праздником тоже хотел поздравить. С праздником, ребята. Ну, ролик выйдет позже. Всех с 23 февраля, ребята. Мирного неба над головой, здоровья крепкого вам и вашим близким и родным. Удачи, семейного благополучия. Ни гвоздя, ни жезла нам. Всегда под колесами, чтобы была шершавенькая дорога. Как этот сегодня, или вчера 2 трала идут, не говорит, и что-то. А я же легкий иду, я их на подъеме обошел одного и между ними вклинился. Они, короче, вдвоем в паре идут, тащат эти, короче, домики какие-то. Я говорю: о, парни, я легкий, говорю, скользко. Я уж на подъеме обошел, потом меня, если что, обходите, я медленно пойду. Ладно, короче, подсказал этот второй, который я обогнал на подъеме-то, обошел меня. Что-то мы за шершавенького друг другу там. И первый, который идет, говорит: ну что, банальности говорим, шершавенькой дорожки, да. А я другу-то своему подкал, говорит: шершавого тебе, шершавого. Вот там выпали. Шершавенький. Шершавого тебе. Так что вот, поржали вчера. Нормально. Я болтик закрутил, кстати, на ветровик. Не щелкает. Так что не подумайте. Теперь у меня справа, по-моему, ветровик, что ли? Тоже что-то там подстукивало. Так-то вроде в салоне больше не гремит ничего. Холодильник только у меня на ямках-то. Ну, я там подымал, как бы, болты подкручивал. Все подкручено. Че оно... Господи, там же все, я вспомнил. Вот этот замок, когда отодвигаешь ящик-то, да, холодильник достаешь. И вот эта ручка, она, короче, бринкает. Когда вот закрыл, она же фиксирует холодильник, чтобы он не выходил. И вот она вот на этом замке елозит, брынкает. Надо вот эту пластиковую крышку снять и покумекать. Что можно придумать, чтобы она не бринкала на кочках. Она как бы не сильно, но я думаю, слышали вы. Сейчас просто асфальт хороший. Вот. Ладно, все. Опять я долго болтаю. 8 минут, все. Видите, какой дом на колесах. Это же дом на колесах, да? Да. 67-й регион. Что это у нас? Что-то я забываю. Это же этот. Блин. Да, дом на колесах. Ничего себе. А что, он путешествует, что ли? Сейчас посмотрим, а что тащит-то, какая машина тащит. Сверху кондер, по-моему, стоит. Летом. Прикольно, да? Не дешевое удовольствие, насколько я знаю. Вот такие вот домики на колесах. А судя по масштабам, нифига не маленькие. По размерам как фура, по ширине. Да, прямо как фура.
По высоте, ну, я выше сижу, то есть не сильно. Ну, там полный рост можно стоять, я думаю. Сейчас обойдем, посмотрим, что кто тащит его. Там, по-моему, минивенчик, что ли. Прикольно, прикольно. Ну, как я и говорю, это не дешевое удовольствие, они очень дорогие, вот эти домики. Ну, там, блин, как посмотришь некоторые обзоры, там как в квартире. Душ, спальня, туалет, там кухня, телевизор, там, блин, вообще как дома жить можно. Сейчас обойдем, посмотрим. Так, знак-то разрешающий есть, но встречка есть, нету. Обойдем. Да, нифига себе. А, так это этот тащит. Микроавтобус. Нормально. Форд, по-моему, или Peugeot. Что-то я вот не обратил внимания. Так, ребята, ну ладно, катим дальше. Хотел показать вам домик на колесах. Кто-то поехал в отпуск, наверное, зимой. На Дальний Восток, наверное, куда-нибудь. А может быть, купил там и домой тараканит. Кто его знает. Все, поехали, ребята. Ну что ж, Ангарск проходим. Ну, по новой этой объездной. В целом, сколько пройдено? Почти 900. Из них, наверное, половина. Это у нас с гололедом. Так что, в принципе, более чем нормально за сегодня отработано. Добрался все-таки я почти до Иркутска. Сейчас где-нибудь вставать будем. Сейчас, наверное, где-нибудь на заправке такие, где-нибудь там сейчас примкну на обочине. Переночую и таки завтра поедем уже Култук, Улан-Удэ. И поближе к Чите будем подбираться. Ну, как Паша и говорил, что если как бы снегопада не будет, он говорит, все сухо. Можно шагать, поэтому завтра-то можно к Чите поближе подобраться. Где-нибудь там станем. Да, сейчас уже съезжаем с этой новой объездной. Так что, в принципе, сегодня неплохо я поработал, с учетом гололедов. Более чем. Ангарск прямо, Усолье Сибирское прямо. Ладно, ребята, все тогда, до завтра. Завтра у нас Байкал, УД. И за УД там будем кушать бухлеры, бузы. Прямо буду лопать от души душевно. Ой. Завтра я поем плотненько. Так, подожди. Все правильно, да. Ладно, едем. В общем, ребята, переиграл я малеха. Сейчас посмотрел прогноз. Полчаса лежал, пока думал, вспомнил, думаю, надо же прогноз посмотреть. Посмотрел в 2-3 ночи, сейчас 12 здесь. В 2-3 ночи придет циклон снега к Иркутску. Часа в 4-5 он уже будет на Култуке. Вот, опять снег там вывалит, опять, не дай бог, там опять кто-нибудь зависнет, встанет, пробки. В баню, я что-то думаю, надо рвать когти, надо пройти Култук хотя бы основное. Вот, с Людянки или где-нибудь на самом Култуке встать, уже там на ночевку. Вообще бы желательно, конечно, вообще до Бурятии добежать, где уже от Байкала сворачиваем в сторону Улан-Удэ, по равнине едешь. Там бы вообще было бы шикарно, но я боюсь, до туда я не дотяну. Слишком много будет. Сейчас еду так немножко, свечка
Не ахти горит. Ну, устал, что устал. Тут надо объективно смотреть. Сколько я уже... Сколько? 900 прошел. Да, вот 900 ровно. С учетом того, что половина-то, или я даже не знаю сколько там, может больше, гололед. Поэтому сколько протянем, столько протянем. Но обязательно в любом случае Култук хочу пройти. Не хочу я завтра, если он 4-5 там будет, все вывалит, как раз 7 все поедут там, ну кто раньше, плюс-минус. Укатают опять лед, гололед. Кто-то не сможет подняться. Ой, пробка опять не в баню. Надо пройти все это дело. Как-то так. В общем, ночью Култук что тут снимать. Если будет что-то интересное, поснимаю. А так сейчас будем шагать Култук, пройдем. Там будем посмотреть. Все, ладно. Тогда уже до завтра включимся, когда уже светло будет. Ну или сейчас, если что-то интересное. Поехали. Ребят, ну что ж, наконец-то к Байкалу спустился. Что-то тут стали. Смотрите. Видно ли, да, вон там вот в ту сторону. Мы сейчас вот так вот спустимся и поедем по той стороне. Вон там, по-моему, Слюдянка. Там внизу. Вон Слюдянка. И мы вдоль Байкала вот так вот поедем. Ну, по той стороне. Байкалушка, ночной привет. 100 лет, 100 зим. Что случилось? А, он его хотел обогнать. Да, тут что-то КамАЗик с этой, с будкой. Что это, литовские номера, да? ЛТ. На прицепе. Ну там это этот прицеп-то номера, а тягач наш российский 100%. Почти спустились в Байкалу. Ну, ничего не видно, потому что темно. Ладно, ребята, все уже. Сейчас пройдено 1988. Ну, как раз пока спущусь, уже будет 1000. Тыщенку сегодня сделал. Что-то он его обогнал. А можно я обгоню? Можно, да? Можно, нет? Култук, начало Култука. Ладно. Все. По рации сказали, вот магазин хороший. Стоп-цен. В Якутию идем, так надо затариться. Сейчас что-нибудь взять продуктов. Вдруг там где что висеть будем. Колбасы, хлеба. Вход там. Короче, смотрю местную продукцию. Смотрите. Колбаса конская. БМП. Думаю, что за БМП? А называется... Тушенки же есть. Бурят Мяспром. БМП. СПК. А это чья?
непонятно. Так сказать, будем поддерживать местного производителя. Микоян. Давай конскую попробуем. Я ни разу такую не ел. Ну что-то цена, конечно, дешево за такую палку. Сомневаюсь, что там мясо есть. Так, ладно. Ну что ж, Улан-Удэ. Улан-Удэ, привет огромный улан-удэнцам. Как я уже и говорил, мы по краю проходим Улан-Удэ. Что-то здесь сервис какой-то большой. Так, ну и будем дальше двигаться за город, как его, до юрты. Мало поспал я за счет того, что ночью уже работал. Култук этот прошел. И посмотрим, как будет самочувствие. Поем, наверное, еще километров 50 проеду, так меня в сон начнет клонить. Ну, неплохо. Сегодня с утра уже сколько пройдено? 350. До Читы навряд ли дойду, но хотя бы поближе туда. Надеюсь, дорога такая же будет сухая, то будет хорошо. Чита 653. Ну вот если до Читы, так рубль будет сегодня. Ну посмотрим. Блин. Ну ладно, как раз те оторвутся. Спокойно уже за городом их догоним. Ладно. Еще раз Улан-Удэ привет огромный. Идем дальше. Ну, ребята, вышли на оперативный простор. Смотрите, красиво, да? Селенга, вот горы. Сейчас мы так вдоль нее будем идти какое-то определенное время. Вон там вдали города. Так, Нива, ну что не едем-то, а? Ё-моё. Так хорошо шагал. И вот, блин, попался. Ты уж, блин, не обогнать. Ладно, позже включимся, ребята. Пока вот солнышко тогда освещает красиво. Ну, по крайней мере, мне кажется, на мониторе красиво смотрится. Ну, там на горе флажки такие, я вижу, развиваются. Так, нам бы этот кран обогнать бы, честно говоря. Но пока тут нет возможности. Оп-оп. В общем, по рации сказали, нормальная дорога, только единственное, говорит, ветер, переметы на дорогах есть.
Соответственно, эти переметы укатаны, и там лед. Местами говорят. Но в целом ехать можно, я думаю. Так, Ивановец, Урал. Это же Урал? Да, это Урал новый. Нам бы его обогнать как-то. А, так там еще один Ивановец едет. Все понятно. Вон на ту гору я поднимался. Прям на самый-самый верх. Сейчас там, наверное, ветер на той горе. Как-то она называется, мне говорили, я забыл. Ну там площадка есть, там ступеньки поднимаются. А, вот, кстати, люди поднимаются. Идут. Вон люди идут. Так, нам бы сейчас его обогнать. Да, блин, куда ты переключаешь-то, ёпана мать, не вовремя. Так, и еще один, да, у нас там я кран вижу. Сейчас его обойдем. Поднимаемся в горку. Так, ладно, ребята, поехали, все, едем. Так, ребят, ну что ж, движемся дальше. Осталось немножко до кафешки. Там тормознемся, отдохнем как раз, покушаем. Дальше попроще будет идти. Сейчас этот, как его, машин поменьше. И не такие, как здесь повороты. Потому что мы здесь как бы вдоль горы идем. Она петляет. Смотрите, какие здесь сосны, да? Дорожники, да? Понял, понял. Да, тут поворот надо регулировать. Поворот, еще один поворот. Опа. Бурнашова. Бурнашева. Бурнашова. Так, ребят, ну что ж, ладно. Все, не будем долго. Поехали. Все окей. Ребята, налопался, ёшкин-матрёшкин. Ой. Аж глазки стали закрываться, да? Спасибо. Спасибо. Байерла. Байерла. По-бурятски спасибо, байерла.
Так, и, короче, все, выдвигаемся дальше. Ветер, кстати, оттуда дует, нам попутный. Ё-моё, мы вообще сэкономим хорошо топливо. Прям отличненько. Так, что, слева никого? Все, добрый путь. Ребята, в добрый путь. Ох, я налопался там. Кстати, бузы стали побольше. Че, я в ноябре же здесь был, да? Даже, по-моему, обратно я возвращался. Так я не и не заезжал сюда. По-моему, я уже не помню. Но как его... поболее стали. Короче, бухлер, 4 бузы, хлеба, чай, 605, что ли, что-то такое. Ну, 600 рублей, в общем, вышло. Мяса много. Ой, аж прямо... Ой, все. Ребята, смотрю, мужики сидят тоже налопались такие. О, сидят, улыбаются. Улыбки сразу шире стали. Что случилось? Что стоят? Все заулыбались, все довольные такие. Блин, налопались. Ладно, все. Let's go. Смотрите, какая здесь красота. Смотрите, какие просторы. Так, снова что ли Нива? Ну ты... А, это уже другая. Ну, господи, да что с Нивами-то происходит? Вы что не едете? Вы что не едете? Ребята, 550-03. Вот, смотрите, какие просторы здесь. Облака, солнышки, горы. Но здесь горы не такие уж высокие. Не Эверест, но все равно горы. Так, что там, обгоним мы его или нет? Блин. Встречка, как обычно, встречка. Так, перегонщики. Давайте, перегонщики. Быстрее, быстрее. Ать-2, ать-2. Ать-2. Все, ребята, отлично. Я прям сейчас что-то довольный. Солнышко, асфальт сухой, никакого гололеда. Ой, ну это же красотень просто. Покушал. А, кстати, нам на заправку надо заехать. Роснефть. Надеюсь, очередь небольшая будет. Мне теоретически хватит и до Читы. Но в Чите там еще очередь больше может быть. Ладно, все, не будем долго. Поехали. Там сзади стадо было. Вот, ребята, вот сюда въезжайте, ну, кто первый раз едет. Ребята, аккуратнее здесь. В этих краях коровы сами по себе бродят. А их тут много. Что здесь, что в Забайкальском крае. Поэтому аккуратнее. Особенно в ночное время, вечернее. Уже сколько аварий таких было. Ладно, все, едем. Ну, ребята, добрый вечер уже. В общем, планы сместились. На заправке долго простоял. Блин, вот прям, представляете, подъехал. И бензовоз начал сливаться. Заправщица закрыла заправку. О, блин. 1,5 часа. Просто 1,5 часа. Потеряно времени. Но ничего не поделать. Осталось уже немножко, стемнеет. Соответственно, по темноте поедем. Но если я планировал до Читы,
то уже навряд ли, наверное, все-таки до Хилка попробую добежать, так и там встану. Может быть, даже раньше. Саган Нур Хараус. Все, у нас Забайкальский край уже. Въехали. Опа. Забайкальский край. Бурятия, кстати, теперь, я вот насколько помню, я не знаю, по-моему, раньше она к Сибири относилась. Сейчас Бурятия уже теперь относится к Дальневосточному федеральному округу. Ну, наверное, так и логичнее будет. Как и Чита, Якутия, Хабаровск, вот это все. Я так понимаю, Дальневосточный федеральный округ. Просторы. Вы посмотрите, там просто... Какая же у нас Россия большая. Я вот не знаю, мне всегда интересно. Вот, допустим, в ту сторону, да, это мы идем на восток, значит, туда у нас на север. Вот условно 100 километров. Вот там вот, за горами. Там же ничего нету. Там нету ни людей, ничего, наверное, нету. Там просто тупо тайга. Цивилизация ближе, как бы, ну, как сказать, к южнее части. Ну, в этих краях, как объяснить-то, не севернее. Ну, я так предполагаю, там ничего нету. Ладно, все, хорош. Трындеть опять Эльдар трындит. О чем трындит? Непонятно. Лишь бы потрындеть, да? Скажете. Ладно, все. Нормально все. Поспал я, кстати, попросил там соседа, тоже стоял. Я говорю, ты меня разбуди, когда этот начнется. Я бэм, вырубился. Просыпаюсь, он ходит возле машины, уже заправляется. Я ему говорю, дружище, ну я ж тебя попросил, ну что ты не толкнул-то? В дверь стукни. Ой, забыл я, блин, ну ты красавчик, говорю. Я говорю, и долго? Да вот только-только. Я говорю, ладно, понятно. Хорошо, спасибо. Сам проснулся. Блин, смотрите, какие просторы. Просто просторы. Ладно.